Летопись Канашского района ведется с 1927 года. Год за годом жители района трудятся на благо республики, развивая родной край. 90 лет тому назад постановлением Президиума ВЦИК о районировании Чувашской ССР, принятым 5 сентября 1927 года, на территории Чувашии упразднились уезды и волости, а вместо них ввелась единая территориальная единица – район. На первом съезде Советов был избран исполнительный комитет Канашского района. В 1928 году в районе началась коллективизация крестьянских хозяйств. В период завершения первичной коллективизации всего насчитывалось 110 коллективных хозяйств. Затем же в результате реорганизации колхозов и совхозов образовано 29 сельских кооперативов. Весной 1930 года одной из первых в республике была создана Канашская машино-тракторная станция. Канашский район состоял из 106 больших и малых населенных пунктов, а уже на сегодняшний день в составе Канашского района 24 сельских поселения. Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. В целом по Канашскому району посевная площадь зерновых и зернобобовых культур увеличилась и составляет 18 тысяч гектаров. Основная задача земледельцев Канашского района сегодня – это увеличение посевных площадей за счет освоения необрабатываемых. Канашский район первым в республике закончил регистрацию невостребованных земельных долей в муниципальную собственность. Всего зарегистрировано 9530 земельных долей. На них сформировано 237 участков. Гордостью района являются сельскохозяйственные предприятия, такие как кооператив имени Кирова, ООО «Цивиль», АСК «Канаш» и молодое предприятие «Пионер». Оно начало свою деятельность совсем недавно, но уже успело проявить себя как перспективно развивающаяся агрофирма. Основной критерий успешного развития аграрного сектора – это грамотно построенная работа. В прошлом году 3 начинающих фермера на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств получили государственную поддержку в виде грантов. Данная работа продолжится и в предстоящем году. В объемах производства продукции, трудовой занятости населения, в повышении уровня жизни людей большое значение имеет развитие личных подсобных хозяйств, которых в районе 17 400. За последнее время льготными кредитами воспользовались свыше 340 хозяйств. В текущем году в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах района получен небывалый урожай. Валовый сбор составил 39 287 тонн. Растет и поголовье крупного рогатого скота. К концу года оно составляет более 3600 голов. Валовый сбор молока в среднем составляет более 4500 тонн. В 2017 году крестьянско-фермерское хозяйство Алексея Макарова выиграло конкурс и получило господдержку на строительство молочно-товарной фермы на 100 голов. Большую работу ведет руководство муниципалитета по привлечению инвесторов, заинтересованных в развитии экономики. Строительство дорог, водоснабжение и электрификация новых улиц – первоочередные задачи района. Забота о людях, многодетных и молодых семьях является не менее важным вопросом, который стоит перед руководством муниципалитета. В настоящее время в районе 600 многодетных семей, которым оказывается государственная поддержка. На территории района ведется активное строительство жилых домов. В рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда новые квартиры получили порядка 40 семей района из села Шахазаны, Тубурданова и деревень Юмурза и Малой Бекшихи. В 2017 году многодетным семьям предоставлено 54 участка. Всего же с начала действия соответствующего указа с 2011 года предоставлено 246 земельных участков. Процент обеспеченности составляет более 99%. За последние годы значительными темпами стала меняться инфраструктура района. Развивается медицина, идет активная пропаганда здорового образа жизни, строится социальное жилье, выдаются ипотечные кредиты. В 2017 году по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» проведена реконструкция здания мастерской под сельский дом культуры в деревне Малые Кибечи, который открылся 20 октября. В рамках комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности по данной же программе в 2017 году выполнено газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в деревне Хучели. Завершается строительство автомобильных дорог по улице Медвежья и 70 лет победы этой же деревни. В рамках развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в районе отремонтировано еще 3 сельских дома культуры. В настоящее время в районе действует 364 клубных формирования. Жителями района в текущем году активно поддержан указ главы Чувашской республики о реализации на территории Чувашии проектов развития
развития общественной инфраструктуры. По данному принципу уже завершен ремонт сельского дома культуры деревни Яманово Турбурдановского сельского поселения, устройство хоккейной коробки в деревне Дальние Сормы, ремонт скважины, заменой систем управления в Янгличах. Продолжается ремонт кровли Сугагасинского сельского дома культуры. За эти годы Канашский район успешно прошел газификацию сельских населенных пунктов. Также растет и общая протяженность автомобильных дорог. Обеспечена и стабильная деятельность школ и детских садов, медицинских учреждений, дополнительного образования детей, библиотек, сельских домов культуры, спортивных сооружений. Фундаментом образовательной системы процессов развития личности ребенка является дошкольное образование. Сегодня в районе действует 20 детских садов, 3 начальные школьные детские сады и 17 дошкольных групп при 11 общеобразовательных школах, где воспитывается более 1600 дошкольников. Во всех 30 школах района в этом учебном году обучается более 3000 школьников. В текущем учебном году льготы предоставлены 186 учащимся из малообеспеченных семей и бесплатным питанием обеспечены 36 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Любой успех школьника – это кропотливый труд, вложенный в него педагогом. И это доказывают ежегодные высокие показатели при сдаче единого государственного экзамена и большой процент выпускников, поступающих в высшие учебные заведения нашей республики и за ее пределами. Укрепление материально-технической базы учреждений и здравоохранения способствует улучшению качества оказания медицинской помощи населению, является приоритетной задачей для района. Высококвалифицированную помощь населению Канашского района оказывает Канашская районная больница имени Фирса Григорьевича Григорьева. Более 36 тысяч человек в прошлом году прошли многофункциональную медицинскую помощь. Благодаря государственной программе «Земский доктор» медицинские учреждения района пополнились высококвалифицированными молодыми кадрами. С каждым годом в районе увеличивается материальная база физической культуры и спорта. На сегодняшний день функционирует 244 спортивных сооружения. В декабре прошлого года состоялось торжественное открытие новой хоккейной коробки в Среднекипеченском сельском поселении. Гордостью является мемориальный комплекс «Родина» Михаила Сеспеля, на базе которого проходит традиционное мероприятие межрегиональный фестиваль «Зов Сеспеля». Достигнутые новые успехи муниципалитета – это прежде всего результат огромного труда жителей района, которые трудятся на предприятиях и организациях различных сфер деятельности. Ежегодно самые достойные из них награждаются ведомственными и правительственными наградами за многолетний и добросовестный труд, который они вносят в успех и процветание родного края. В каждом населенном пункте Канашского района есть люди, немало сделавшие для защиты Родины, для поднятия ее экономической мощи. Из более чем 12 тысяч человек, ушедших на фронта Великой Отечественной войны, не вернулись более 5000. Двоим выходцам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Приумножая их славу, растет и количество памятных мест. В период с 1976 года по 1997 года награждены орденами Ленина 6 человек, Трудового Красного Знамени 36, Октябрьской революции 7 человек. Район дал стране 2 героев социалистического труда – Валентину Дмитриевну Дмитриеву и Марию Зиновьевну Зиновьеву. Так из года в год, помня великое прошлое и воплощая не менее перспективные задачи, Канашский район движется вперед. Нынешний год, несомненно, значимый для жителей муниципалитета. Ровно 90 лет назад, 5 сентября, в Чувашской республике был образован Канашский район.